нас в Осетии, дальше других республик продвинулась разработка методики, так называемой полилингвальной методики преподавания осетинского, русского и иностранного языка в школах. Вот. И эта методика постепенно вводится там, в ряде школ как экспериментальная, вот, и дает очень хорошие результаты. И в ряде республик, таких как Чеченская республика, эта методика, то есть разработанная здесь, получила более широкую реализацию. То есть есть уже... Да, он, наверное, более подробно рассказывал об этом, да, он причастен к разработке этого. Я просто как бы со стороны наблюдаю, слежу, вот в курсе. Вот, действительно, то есть если развитию двуязычия, полноценного, равноправного двуязычия ребенка уделяется достаточно внимания, особенно в школе, да, могут достигаться очень хорошие результаты. Вот, в этом смысле, конечно, важно, чтобы родители не избегали этих экспериментальных классов как чего-то опасного. Да? Вот. Секрет экспериментальных классов в том, что всякие вот эти показательные татарские гимназии, осетинские вот эти экспериментальные классы и так далее, они зачастую бывают лучше не экспериментальных, в том смысле, что к ним уделяется больше внимания, поэтому даже в отрыве от того, что это передовые методики, в результате которых у ребенка будет хорошее знание обоих языков, вот, еще и можно говорить о том, что качество образования там, вероятно, будет лучше, чем просто в соседской школе. Да? Вот. Но вот помимо проблемы с естественной передачей, другие проблемы, с которыми сталкиваются миноритарные языки, как их называют, да, то есть региональные языки, это переключение кодов и диглоссия. Что такое переключение кодов? Это когда человек начинает фразу на одном языке, заканчивает на другом. Да, то есть он где-то в середине фразы понимает, что не закончит ее на языке, на котором он стал говорить, и заканчивает ее на другом. Вот. И диглоссия – это ситуация, когда в регионе используются два языка, но у каждого из них есть фиксированный набор функций. Да? Например, в Осетии понятно, что язык, скажем так, традиционных ритуалов – это осетинский язык практически без вариантов. И это очень хорошо, конечно, для сохранения осетинского языка, что есть какие-то функции, в которых никакой другой язык с ним не конкурирует. Вот. А в то же время есть такие функции, в которых осетинский язык довольно трудно себе представить. Это всякие ситуации официального общения и так далее. Там часто люди, заведомо зная, что они оба говорят по-осетински, да, они говорят по-русски, потому что так принято в этой ситуации. Это неплохо и не хорошо, диглоссия как бы очень распространенное явление, и переключение кодов очень распространенное явление везде, где есть несколько языков на одной территории. Это, например, очень ярко видно на индийских примерах, да, потому что там очень большие языки, и есть общий для страны как бы язык межнационального общения, это английский, вот, который, кстати, большинство населения страны знает очень плохо или не знает, но для образованной части населения это вот английский. Если вы посмотрите любой индийский фильм, сейчас индийские фильмы как бы переживают новую волну популярности, сериалы и так далее, там очень явно слышно, ну, особенно если найти там, скажем, с русскими титрами посмотреть, то болливудские фильмы снимаются на смеси языков. Это язык, на котором они действительно говорят. Но там целый ряд вкраплений на английском языке, там, например, люди говорят по телефону, и один говорит don't worry, или отвечает sure, там, конечно, по-английски, а все остальное они вроде бы говорят на хинди, но тоже есть английские слова и так далее. Вот, это вот пример достаточно похожий на нашу в чем-то ситуации. Вот. И таких, понятно, просто менее известных в мире довольно много. То есть можно предсказывать ее везде, где существует несколько языков на одной территории, где есть сколь-нибудь массовое двуязычие. Но, значит, чем плохая диглоссия? Тем, что появляются функции языка, в которых менее, так скажем, менее слабый язык не представлен. Да? И это не очень здорово для его благополучия.
Вот. Существуют определенные искусственные тут решения, да, такие как использование осетинского языка в каких-то современных контекстах, да, вот, например, из известных и шумных недавних примеров это ролик B-Boy из Канады, да, наверное, многие видели. Вот он вызывает определенный комический эффект, да, все хихикают, там, вот, забавный ролик. Вот. Но в чем интересен этот ролик, когда я его увидел, когда тем более увидел вот ответ, там, один из первых ответов B-Boy, там, откуда-то из Нагира, из Алагира, да, потом они посыпались, там еще был скандальный один ответ и так далее. Чему я порадовался, да, что отметил относительно этих роликов, это то, что это очень важный шаг в смысле социолингвистики языка. То есть определенный современный жанр, это видеоблоги разной степени приличия, да, то есть есть совсем неприличные видеоблоги в интернете, где там мальчики какую-то подростковую субкультуру транслируют, тем не менее это имеет своего потребителя, есть там более серьезные, там, образовательные видеоблоги и так далее. И показатель благополучия современного языка это то, что на нем такое есть. На осетинском языке такого не очень много. Вот был, например, видеоблог на телевидении моего хорошего знакомого Цара Дждаева, называлась передача «Махинемар», да, где он в формате 10-15 минут рассуждал на какие-то темы на камеру, это потом показывали по телевидению, выкладывали в интернет. Здорово, но мало. Вот. И тут, значит, появляется Бего, который говорит, вот там моя машина, вот там мусор вывозят, там не вывозят. И люди, повторяя этот жанр, да, то есть примерно следуя этому плану, на примерно таком же осетинском языке, да, там с вкраплениями, с естественными, да, бытовыми, да, русскими и так далее, вкраплениями, вот, излагают вот это. Это, конечно, прекрасно и здорово, если такого будет больше. Вот. И есть другие примеры, такие, может быть, более конвенциональные. Это, например, Википедия на осетинском языке. Да? Это паблики в социальных сетях, в которых принято общение на осетинском языке. Вот я тоже хотел показать кусок из одного такого паблика, «Йоровский юмор». Там был скриншот у меня анекдота оттуда. Ну, в принципе, не так важно, вы можете в интернете найти этот паблик, ВКонтакте, называется «Йоровский юмор». Вот, и там совершенно запредельной орфографии, в так называемой кударской орфографии, да, народной, когда «ц» передается через «ш». Да, вы знаете, откуда это происходит. В Южной Осетии в школах детей заставляют произносить осетинские тексты в литературной орфоэпической норме, как она там называется. Это норма, которая была рекомендована неким съездом учителей, вроде бы, в начале 20-х годов один раз. Но с тех пор в Северной Осетии от этой нормы, по-видимому, никогда она не была реализована в Северной Осетии, потому что в Северной Осетии сложилось так, что все ушли в куртатинскую норму, как бы стихийно. Нет, вот Коста пишет «ц» и «с», а читаются они «с» и «ш», да, то есть мы пишем «саргаш», мы пишем «царгас», читаем на севере «саргаш», а на юге «шаргас», то есть как бы три возможных прочтения есть. И вот на юге детей в школах заставляют на урок, как заставляют? Учат, скажем так, учат читать «царгас», да, то есть огласовки у них получаются местные, конечно, все равно, то есть какое-то другое их не заставляют произносить, но «ц» и «с» они произносят как написано, да, то есть как по-русски. При этом говорят на улице, они говорят «шаргас», и это приводит их к тому, приводит их к когнитивному диссонансу, что называется, да. То есть они, когда пытаются рассказать анекдот по-кударски в условиях социальной сети, да, в письменной форме, они пишут «ш» вместо «ц». Вот. Ну, в принципе, мне кажется, что было бы неплохо, если бы в Южной Осетии разрешали детям или даже прям учили их читать так, как они говорят на улице в семье, да, то есть читать «ц» как «ш». Вот. А орфография объединяла бы две эти крупнейшие произносительные нормы, да, то есть кудараджарскую и
куртатинскую и русскую. Вот. Но, тем не менее, как оно есть, тоже все здорово, то есть тут я не тот человек, который должен это как-то критиковать или что-то предлагать. Но, вот, тем не менее, есть такая констатация, есть замечательный паблик, в котором, значит, вот в этом виде излагаются разнообразные анекдоты, критики пишутся там слитно, то есть вот это, ну не знаю, жахтон будет написано там может быть слитно, жахтон отдельно, то есть вот не отдельно вот эти все безударные слова краткие. Вот, но это очень интересно объемом, во-первых, то есть каждый день десяток записей. Обсуждениями, там иногда завязываются обсуждения на таком же, да, в таком же виде. И как бы живостью и некоторой раскрепощенностью, да, вот, например, ну, там есть там какое-то количество неприличных анекдотов, да, анекдотов, которые описывают какие-то немножко анахдаумита, так скажем, да, вот. Но это как живая молодежная культура на астильском языке, похожая на молодежные культуры на других языках в современном мире. И это как бы это очень полезно для языка. Опять же, этого мало, этого нет в достаточно массовом виде, так как на том же русском, да. Вот. И еще хотел что-то в этом месте сказать. Да, ну вот возвращаясь к Википедии. Когда Википедию в 2004 году открывали осетинскую Википедию, я столкнулся с некоторым непониманием со стороны носителей, да, а зачем? То есть некоторые люди прямым текстом говорили, зачем? Даже когда я выступал в родной школе, то есть я подал заявку, там это все, прошел бюрократическую волокиту, открыли осетинский раздел, потом занимался популяризацией какое-то время, более активно, сейчас менее, но, в общем, и в один момент я был тоже в Осетии, зашел в 7-ю школу, договорился, что выступлю перед старшеклассниками. И там присутствовало несколько учителей, которые пришли на меня посмотреть просто как на выпускника, да, там, порадоваться тому, какой я вырос умный. И одна из них смотрела такая довольно суровая, и в конце говорит, вы занимаетесь какой-то ерундой. Зачем это нужно, да? Вы тратите на что-то время, баламутите детей на ерунду, да? То есть, и действительно, я тогда задался вопросом, потому что когда я создавал и когда подавал заявку на открытие Википедии, потратил свое время, да? Мне, конечно, обидно слышать, что я занимаюсь ерундой, потому что я потратил много своего времени на это. Как? В ущерб каким-то действительно другим делам. Поэтому если это была ерунда, получается, что я как бы ошибся. Вот. К идее создания осетинской Википедии меня привело то, что стали появляться разделы Википедии на сравнимых языках. Да? То есть на татарском языке, на каталанском языке. Да? Чем мы отличаемся от каталанского языка? Много чем, но по сути это региональный язык. Там примерно в 5 раз меньше носителей, может быть 10, да, но тем не менее, это какие-то сравнимые вещи. Вот, и мне показалось, что как бы время пришло, вот, и было бы здорово. Другие люди как бы до меня фактически решили, что это хорошо и правильно. И вот потом я задумывался над вот такой прямой критикой, да, занимающейся ерундой. Вот, и есть хорошие социолингвистические ответы на вопрос, зачем нужна Википедия. Это еще одна функция осетинского языка, в которой он почти не существует. Это функция языка, скажем так, справочной литературы. Да? То есть сейчас только издается, не полностью издан толковый словарь осетинского языка на осетинском языке. Обязательный атрибут любого литературного языка – толковый словарь, да, с пояснениями на самом языке. Это только сейчас происходит. Есть, конечно, публицистика, то есть фактически некие статьи, которые можно назвать энциклопедическими, да, то есть некие там, фактоиды из истории и так далее, в том числе из мировой. Есть ежедневная газета, даже, по-моему, 2, да, не помню, какая периодичность у Хурзарина на юге, вот, в которых в том числе публикуются международные новости, какая-то аналитика, какие-то пересказы каких-то интересных вещей о вещах, которые происходят далеко от нас, да, там, не знаю, в других странах. Вот. Но
так же, как и вот с молодежной субкультурой, такого использования недостаточно, не хватает. И более того, сложилось такое отношение в среде говорящих, что письменный осетинский язык является прерогативой, хотел сказать, да, ну, как плохое слово, но неким инструментом, неким местом работы для определенной касты, законченной, закрытой касты людей, которые получили специальное образование и в особых местах работают. Да? Когда я упоминал там Википедию, особенно на ранних этапах, что вот существует осетинская Википедия, любой человек может зайти там, поучаствовать, и тогда, что это полезно для поддержания вашей компетенции, ваших там каких-то слов, которые, может быть, вы знаете пассивно, чтобы перевести их в активный словарь и так далее. Вот. А люди очень часто, независимо друг от друга, разные люди говорили, к этому делу хорошо бы привлечь наших филологов. Или, а вы не пробовали рассказать об этом в Раздинаде? Они бы там, короче, да, то есть, ну, во-первых, что в голове у человека, который думает, что журналист, который сидит в Раздинаде, готовит материал, часто в каком-то авральном режиме, что он или в отрыве от своей работы, или после работы будет делать то же самое где-то в интернете, на каком-то сайте, просто потому что судьба так сложилась, что он осетинский журналист, да, тоже может быть не самый главный человек в Осетии, по большому счету, да, и не самый богатый, и не самый, не знаю. Вот. И для меня это в первое время было сюрпризом, неожиданностью, да, такое отношение. Вот. Потом я просто понял, что есть определенное отношение к письменному осетинскому языку, что это дело нужное какой-то вот ограниченной группе людей. Вот. Все остальные, действительно, это и видно, в принципе, когда люди пишут в социальных сетях. Вот опять же, другой у меня был скриншот, который я хотел показать. Вот. Там человек пишет некие упреки на осетинском языке, но на не очень хорошем осетинском языке с точки зрения орфографии этого осетинского языка. Вот, ну, например, глагол связка «у» пишется как «у-и» у человека, да, хотя так говорят, в принципе, «маханта у-ирон», да, «уршагавзаг», «уршахионовжак», да, и как бы «уршак» тоже. Маханта у-ирон. И вот это «у» записано как «у-и» и так далее. Вот, то есть человек очень хорошо изъясняется на осетинском языке, записывает поток своих мыслей, по-видимому, не перечитал то, что написал. То есть быстро написал, на эмоциях, молодец, хорошо знает язык, не знает орфографии совсем. Да? Как, казалось бы, это, да, складываются такие ситуации, такое отношение к письменной речи. Вот такие проекты, как Википедия, может быть, из недавнего вот попытка сайта 15 регион выпускать осетинские новости на осетинском языке, да? Хотя заведомо, я вот уверен, что осетинские новости у них по посещаемости в 10 раз или больше менее посещаемы, чем русские. Тем не менее, они как бы нашли время, ресурс человека, который это делает. Это очень полезно для языка, просто потрясающе. Таким людям, которые это берутся делать, надо доплачивать субсидию, потому что это здорово. Вот этого не хватает. И в частности из-за этого осетинский язык является уязвимым. То, что он не представлен во всех функциях, в которых здоровый язык должен быть представлен, чтобы он дальше развивался и передавался. Что касается естественной передачи, хочется вернуться, значит, гарантией естественной, правильной естественной передачи является наличие языковой среды, причем желательно, чтобы было больше одного взрослого, который говорит на осетинском языке в присутствии ребенка и непосредственно с ребенком в возрасте, когда ребенок не говорит и когда только начинает говорить. Да? То есть многие люди часто, вот, в частности лингвисты описывают это с исчезающими языками, они приезжают в село исследовать действительно исчезающий язык, не такой, как осетинский, и говорят местным: а вы говорите с детьми на языке? Они говорят: ну пока нет.
Как пока не? Ну, говорит, ну, что, рано, он подрастет, тогда будем говорить 4 года, да? Ну, поздно в 4 года. То есть ребенок учит язык тогда, когда он на нем не говорит. То есть ребенка 2 месяцев надо говорить на языке, который важно передать, да? С ребенком 5 месяцев, там, 1,5 лет, все время. Тогда, если есть этот ресурс, да? Что делать, если этого ресурса нет? Надо, чтобы ребенок сталкивался с человеком, который уверенно говорит. Что касается неуверенности в говорении, да, то есть если человек не в совершенстве владеет языком, пытается его передать, такая передача часто становится невозможной. Вот многие родители в современном мире пытаются обеспечить своим детям естественную передачу английского языка, сами зная английский язык как иностранный. Вот. Это не очень хорошая идея, потому что дети реагируют на как бы затруднение, неуверенность родителей. И хорошо, если как-то нормально реагируют, потому что, вообще говоря, потенциально это как-то не очень здорово с психологической точки зрения, мне кажется. Но тут другие специалисты об этом должны, наверное, подсказать. Вот. Но пытаться, например, передавать детям свою смешанную речь, да, то есть как бы со смешением кодов, да, когда человек говорит что-то на одном языке, потом на другом, во второй половине фразы. Вот. Раньше считал, что это плохо. Но у меня было такое в новостях, значит, исследование, что, что это лучше, чем ничего во всяком случае. И ребенок действительно может перенять вот эту манеру и тоже, как если это естественно для родителей, будет также говорить частично на одном языке, частично на другом, но, конечно, более сильный язык будет уже все более преобладать. То есть это, тем не менее, продолжение языкового сдвига в его как бы основном направлении. В этом смысле, когда в Осетии комментируют положение осетинского языка словосочетанием «бинонтехшан», да, то есть внутри семьи, вот, отчасти такие комментаторы правы. То есть самая естественная передача языка происходит действительно в семье от владеющих родителей или других родственников к ребенку, который все время с ними общается. Вот. Вместе с тем, успешность передачи языка только в языковой ситуации внутри семьи не обеспечивается. Потому что в каком-то возрасте ребенок переходит, даже если не идет в детский сад, начинает для него становится очень важно общение со сверстниками, совместные игры со сверстниками. Примерно, я не помню там, с точки зрения психологии, какой-то возраст, скажем, с 3-4 лет. Вот. И тут происходит, конечно, то, что ребенок набирается от них и часто переключается, и бывает, что и забывает язык, который он знал как второй, так сказать. Вот. Есть, например, очень характерный случай, не про осетинский язык и не про Осетию, когда отец некоего мальчика научил его говорить по-клингонски. Кто знает, что такое клингон? Выдуманный какой-то из сериала. Да, это выдуманный. В общем, сконструированный язык, да, который, в принципе, на нем можно говорить, но это язык, созданный быть странным, да, язык с необычными звуками, с необычной грамматикой. С другой стороны, там нет ничего внеземного, то есть это все некие факты, взятые там из индейских языков, в каком-то смысле из кавказских и так далее. И, такой вот сконструированный язык, на котором говорят иногда инопланетяне, клингоны, в серии фильмов и сериалов «Звездный путь», Star Trek. И есть энтузиасты, которые, особенно в Америке больше всего, которые учат клингон, потому что очень увлечены «Звездным путем». И один из них, более-менее достоверно описанный случай, научил ребенка говорить на клингоне. Это очень о многом нам рассказывает эта история, потому что, то есть, один родитель, который очень уперт в своем стремлении, который очень старается и говорит с ребенком на выбранном языке, даже если это
не его, очевидно, не его родной язык в случае с Клингоном, да? Вот, тем не менее может преуспеть, и он преуспел, ребенок отвечал ему, я вот, честно говоря, не уверен, на каком языке, но понимал хорошо. Часто так бывает, что ребенок, вот в ситуации, когда один родитель говорит с ним на языке, и при этом показывает, что знает другой язык, а другой родитель вообще не говорит, и среда не говорит, тогда ребенок язык усваивает, но как бы пассивно, он отвечает очень впопад, но на более сильном языке. Вот, или переводит вопрос, потом на него отвечает. Вот, и вот такая сложилась ситуация, мальчик выучил клингон, но потом, когда он начал играть со сверстниками, он клингон забыл, вообще забыл. Вот. То есть такие случаи бывают. Ну вот ранее там американский исследователь Леонард Блумфилд описывал итальянских таксистов в Нью-Йорке, которые во взрослом, ну, в неком возрасте, там, скажем, за 40, забывали итальянский язык, хотя они были мигрантами первого поколения, то есть с родителями приехали в Штаты. То есть без практики, без образования на языке, без постоянного столкновения с языком, без чтения на языке, язык деградирует, забывается, ну, даже у взрослых, даже если на нем человек уже говорил. Вот. Значит, какой здесь можно сделать вывод? Вот такой, не какой-то глобальный, как люди часто любят рассуждать, там, политический, да, вот государство что-то нам не делает, чтобы язык сохранился. Что можно сделать внутри своей семьи с этой ситуацией? Надо создавать какие-то, пусть искусственные ситуации, когда дети будут сталкиваться с другими детьми примерно своего возраста и видеть, что есть дети, которые тоже говорят на астинском языке, которые они к этому моменту в каком-то виде знают. Это могут быть какие-то совместные игры, правила которых предполагают использование астинского языка. Даже вот как-то особого там педагогического или филологического образования не нужно, это можно организовать, если есть, ну, какой-то минимальный досуг и понимание того, что это важно. Да? То есть если человек считает, что передать свой язык важно, передать его только внутри семьи невозможно уже все в современных условиях, потому что есть некая среда, в которой преобладает русский язык, от этого никак не отвертеться. Дети выходят из такой семьи сугубо осетиноязычной, идут в садик и перестают отвечать на астинские фразы, на астинском языке, отвечают по-русски. Чтобы, значит, этого не происходило, значит, нужны ситуации общения детей между собой на астинском языке. Есть по меньшей мере одно заведение во Владикавказе, которое такую услугу предоставляет, я видел рекламу. Но я, хотел сказать, не буду называть, в принципе, в зале знают, поэтому да, вот Фандияк. Они утверждают, что они занимаются таким досугом, организацией такого досуга для детей. Вот это потрясающе полезная вещь. И надо искать эти места или организовывать их, потому что это вот то, что нужно на следующем этапе взросления ребенка. Вот дальше, в школе, желательно, чтобы в школе как-то дальше развивалась вот эта тенденция с расширением сферы использования астинского языка в учебном процессе. Да? То есть вообще в идеале, чтобы что-то преподавали на астинском языке. Потому что просто рассказывать об астинском языке на уроке недостаточно. Надо, чтобы что-то происходило в жизни ребенка на астинском языке вне семьи. Вот. И это, например, некий урок на астинском языке, там какое-то краеведение или что-то еще. Можно помыслить себе такую активность, как создание какой-то, может быть, чего-то вроде кружка для, грубо говоря, младших подростков и так далее, где бы им кто-то что-то рассказывал и выдергивал бы их на реакции, да, именно с говорящими детьми. Чтобы вот как-то так заниматься, может быть, вне школы, если внутри школы такое, например, недоступно или как-то еще. Вот. И еще хотел вот в этой сфере, рассказать про то, как в больших городах существует, в Москве вот конкретно, и, по-моему, в Петербурге, точно в Петербурге, существуют такие, назовем организации, хотя это такие более спонтанные какие-то группы людей, которые собираются, чтобы попрактиковать осетинский язык. Чем они занимаются? Они, поскольку владение неровное, то есть есть люди более владеющие, менее
Они, например, играют в ролевые игры, чаще всего в мафию, так называемую, да? Вот. Но правила предполагают, что все происходит на осетинском языке. Это замечательная тоже вещь и для взрослых, и для, может быть, детей, да, когда есть настольные ролевые игры, которые предполагают правилами игры, то все собравшиеся говорят на осетинском языке. Другой случай – это как какое-то место, заходя в которое, ребенок знает, что здесь принято говорить на осетинском языке. Вот если говорить там о дополнительном образовании, такая замечательно, если занятия происходят, скажем, дети переодеваются, там они могут говорить как им угодно, вот зашли они в комнату, и вот именно для приключения на язык вот важно, что вот есть какое-то место, в котором человек привык, что здесь он говорит по-осетински. Ну, или на любом другом изучаемом языке. Опыт такой есть с преподаванием иностранных языков, конечно. То есть есть там всякие английские, испанские клубы, люди приходят в помещение, где предполагается, что они все говорят на изучаемом языке. Да, этот же самый опыт прекрасно можно включить, проанализировать в ситуацию вот, с осетинским, особенно когда какое-то владение есть.